Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Арифа Каба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Визит Аббаса Аракчи в Россию и его встреча с Владимиром Путиным был одной из самых главных тем для обсуждения на прошлой неделе в мире. Некоторые наблюдатели видят в этой встрече всего лишь демонстрацию добрых отношений между двумя странами и поддержки России и Ирана в его конфликте с США. Однако многие эксперты говорят о том, что Россия начинает играть ключевую роль в переговорах США и Ирана, учитывая отношения Москвы с обеими странами. Рассмотрим оценку встречи разными мировыми СМИ. Встреча в президентской библиотеке Бориса Ельцина с видом на Неву – одна из самых значимых с момента объявления о прекращении огня между США и Ираном 8 апреля. Исламская республика в обход посредников обращается напрямую к лидеру, имеющему влияние как в Вашингтоне, так и в Тегеране. И среди его сторонников жесткой линии. Реальная ценность встречи заключается в том, что господин Аракчи может рассказать Путину то, чего он не может сообщить пакистанским посредникам, иранским государственным СМИ или сторонникам жесткой линии в Тегеране, пишет британский The Daily Telegraph. Французский Лесакас еще более резок в оценке встречи. Переговоры между Ираном и США о прекращении огня и возобновлении судоходства в Ормузском проливе не только зашли в тупик, но иранцы, похоже, насмехаются над американцами. Совершенно очевидно, что визит Аббаса Аракчи радует российского президента. С иранской стороны демонстрация российской поддержки восстанавливает имидж страны как победителя, а не как государства, стоящего на коленях. Аббас Аракчи заявил президенту Владимиру Путину, что он полон решимости укрепить партнерство своей страны с Россией и что Иран сможет преодолеть американскую агрессию, пишет издание. Иран и Россия давно являются близкими стратегическими партнерами, и Москва оказывала ограниченную помощь Ирану в его войне с США и Израилем. Россия давно стремится предложить свои посреднические услуги в переговорах между Ираном, США и Израилем в надежде использовать свои отношения с Ираном для укрепления своих позиций в отношениях с администрацией Трампа, пишет американский The Washington Post. В то же время глава Белого дома Дональд Трамп не оценил новое предложение Ирана по завершению конфликта. Тегеран предоставил Вашингтону трехэтапный план переговоров. Однако Дональд Трамп счел его неприемлемым. Так он прокомментировал инициативу Тегерана в диалоге с израильской гостелерадиокомпанией КАН. Президент США уведомил, что операция против Ирана продвигается, цитата, «очень хорошо». Он предпочитает не возобновлять удары по Исламской республике. При этом такая возможность еще существует. Оно, имеется в виду предложение Ирана, для меня неприемлемо, заявил Дональд Трамп. Иранские власти в настоящий момент рассматривают контратвет США на план Тегерана. Вашингтон представил свои условия. Тегеран пока не дал ответ на план Белого дома. Как передает портал Axios, иранская сторона обратилась к США с предложением по миру из 14 пунктов, в их числе инициативы по договоренности об открытии Ормузского пролива и снятии блокады Ирана. Тегеран считает, что на это возможно отвести 30 дней. Кроме того, за предложенный Ираном месяц стороны должны договориться о полном прекращении огня в регионе. Этот пункт касается как Исламской республики, так и территории Ливана. Вопрос о ядерной программе Тегеран оставил на самый конец. Сторона считает, что этот пункт возможно обсудить только после выполнения всех предыдущих. По утверждению Министерства иностранных дел Ирана, Тегеран получил новый мирный план Вашингтона через Пакистан. В данный момент документ детально изучается, проинформировал представитель МИД Исламской республики Исмаил Багай. Он сообщил, что развернутый ответ на инициативу США будет дан после подведения итогов по этому плану. Хозяин Белого дома, между тем, анонсировал проведение американцами гуманитарной операции по проводу судов через Ормузский пролив. Дональд Трамп уже придумал название будущей миссии. Американский лидер сообщил, что операция будет существовать как Project Freedom. По его данным, миссию проведут уже утром 4 мая. Как подчеркнул президент США, решение вызвано беспокойством некоторых стран по поводу заблокированных в проливе
проливе торговых судов. Отметим также, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Германии 5000 американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение принято по итогам, цитата, «тщательного анализа дислокации сил Штатов в Европе». Официальный представитель военного ведомства Шон Парнелл заявил, что войска покинут ФРГ в течение ближайших 6-12 месяцев. Администрация Белого дома планирует передислоцировать одну бригадную боевую группу, а также отменить решение экс-президента Байдена о развертывании в Германии батальона ракетной артиллерии большой дальности. Эти планы были намечены на конец 2026 года. Как отметила The New York Times, сокращение контингента снизит численность американских военных в ФРГ до уровня 2022 года. В настоящее время в Германии находится более 36 тысяч американских солдат. Высокопоставленные чиновники Пентагона в беседе с CBS News назвали это решение сигналом недовольства президента Дональда Трампа тем, какую помощь оказали США и европейские союзники в войне с Ираном. Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус прокомментировал намерение Вашингтона сократить военное присутствие в ФРГ примерно на 5000 солдат. Министр заявил, что Европе пора брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Присутствие американских солдат в Европе и особенно в Германии соответствует нашим интересам и интересам Соединенных Штатов, сказал Писториус. При этом он отметил, что шаг США был ожидаемым. Было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию. О возможном выводе американских солдат из Германии Трамп заговорил еще в конце апреля. Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения войск в Германии, и решение будет принято в ближайшее время, написал он в соцсети Truth Social. Как отметило агентство Reuters, заявление прозвучало на фоне критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот обвинил США в отсутствии стратегии выхода из войны с Ираном и заявил, что американская сторона унижается в ходе переговоров. У американцев, очевидно, нет стратегии, заявил глава немецкого правительства. Президент США ответил жестко. Трамп заявил, что Мерц, цитата, «не знает, о чем говорит», и обвинил его в том, что тот допускает возможность обладания Ираном ядерным оружием. «Я сейчас делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были сделать давно. Неудивительно, что Германия так плохо себя чувствует и экономически, и не только», процитировали журналисты американского лидера. До этого Трамп не исключил, что американские военные контингенты в Италии и Испании могут быть сокращены. Поводом для такого заявления стала критика в адрес этих стран. Почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно, отметил президент США. Министр обороны Италии заявил, что не понимает причин для возможного сокращения американского контингента в стране. Он подчеркнул, что Италия не использовала Ормузский пролив, что очевидно для всех, и даже выразила готовность участвовать в миссии по охране судоходства. Это, по его словам, было высоко оценено американскими военными. К другим темам. Поездка Карла III в США одновременно самое нелепое и жизненно важное мероприятие в истории королевской семьи. С такими заголовками вышли британские и американские газеты в первый день визита монарха в Вашингтон. Поездка была приурочена к празднованию 250-летия США. «Я всегда хотел жить в Букингемском дворце», признался Дональд Трамп за несколько минут до встречи с королем Карлом III в Вашингтоне. Президент США искренне восхищается британским монархом и его семьей, замечают европейские СМИ. В сентябре 2025 года, когда Трамп и его супруга Мелания приехали с визитом в Великобританию, американский лидер засыпал Карла III комплиментами. Король в ответ дал роскошный банкет в Виндзорском замке в честь президента. К премьер-министру Великобритании у главы Белого дома противоположное отношение. Окружение президента рассказывало, как тот в кулуарах называл Кира Стармера неудачником без будущего, который творит глупости. 4-дневный визит короля – шанс для Трампа выйти из неловкой ситуации, предположил в беседе с «Коммерсант ФМ» бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон. «Я думаю, прорывом можно считать сам факт того, что Дональд Трамп встречается с королевской семьей. Такие события помогают восстановить отношения между двумя странами, которые, говоря откровенно, остаются довольно натянутыми. Это ценный дополнительный ресурс для диалога Великобритании
и США. Когда возникают сложности в общении, вы, как правило, стараетесь найти любые точки соприкосновения, чтобы разрешить конфликт. Мы в Великобритании ощущаем, что этот визит должен исправить ошибки в отношениях между нашими странами. Мы должны прийти к консенсусу как раз в тот момент, когда у нас есть разногласия, в том числе по войне в Иране, отметил дипломат. Как минимум одно эпохальное событие уже произошло. Впервые за 85 лет королевская чета дала прием в саду резиденции британского посла в Вашингтоне. Перед этим Трамп пригласил Карла и его супругу, королеву Камиллу, на чай в зеленой комнате Белого дома. А затем гости посетили южную территорию, чтобы осмотреть улей первой леди. Сам Карл держит как минимум 3 улья в своей частной резиденции и увлекается проблемами экологии. Все это важные, но весьма церемониальные вещи, говорит дипломат и бывший переводчик Михаила Горбачева Павел Палашченко. Визиты монархов имеют символическое значение. Наверное, эту символику можно использовать в политических целях, но я согласен, что отношения испорчены. Насчет того, что хуже уже некуда, трудно сказать. Всегда есть куда. Произойдет ли улучшение отношений между США и Соединенным Королевством в результате этого визита, предугадать невозможно. Особенности характера и поведения Трампа уже хорошо известны. В первые же минуты встречи с Карлом Трамп грубо нарушил королевский протокол, обратили внимание британские журналисты. После приветствия президент США несколько раз похлопал короля по плечу, приглашая войти в Белый дом. Согласно неписанному правилу протокола, никто не должен первым инициировать физический контакт с членом королевской семьи. Но Трамп играет в политике по своим правилам, иронизирует бывший корреспондент The New York Times в России Джон Вароли. Цитата: «Сейчас многие американцы считают это классным. Трамп знает, как со всеми дружить и демократично относится ко всем. Неважно, король ты Англии или нет. Это его стиль. Нельзя говорить, что отношения Великобритании и Америки испорчены. Ни в коем случае. Великобритания остается строго под контролем Вашингтона. Сколько я тебя помню, даже в детстве, когда мой папа работал в федеральном правительстве, всегда были напряженные отношения с Великобританией», пишет журналист. Как отмечает USA Today, доброжелательное общение Карла III и Дональда Трампа не могло устранить глубинных противоречий. The New York Times описывает попытки британского монарха очаровать президента США и его окружение, в то время как NBC News обращает особое внимание на колкости в речи Карла к Конгрессу. Тем временем британский журнал The Spectator пишет, что за красивыми декорациями скрывается стремление США утвердить свою власть над бывшей метрополией. Приветствуем вас, Беслан Астамурович. Здравствуйте. Сегодня хотим обсудить несколько актуальных тем мировой, скажем так, повестки. Начнем, наверное, опять-таки с вопросов, связанных с Ираном, с Ближним Востоком. Как вы знаете, стало известно, что Иран через Пакистан передал Соединенным Штатам, конкретно Дональду Трампу, мирный план, состоящий из 14 пунктов. И вот хотелось бы начать с этой темы. Каковы, на ваш взгляд, перспективы, скажем так, разрешения этого военного противостояния? Да, такой план был предложен Ираном, 14 пункты, да. Вот. Ну, это говорит о том, что Иран и дипломатическую инициативу перехватывает на этом промежутке, да. Вот. И там пункты довольно-таки, конечно, есть, которые и нереалистичны по некоторым, скажем, подходам, потому что там есть такие пункты, как возвращение всего, значит, разрушенного, да, возмещение ущерба, значит, вывода всех военных баз с залива, стран Персидского залива, и что прекращение в течение 30 дней всяких военных действий, и на долгосрочную перспективу, что военные действия должны быть прекращены в течение 30 дней на долгосрочный мир, да, переход на долгосрочный мир. И ряд других там таких пунктов, которые говорят о том, что Иран переходит на новый режим в Персидском заливе. То есть Ормузский, значит, пролив будет осуществляться с помощью совместных с регионами, странами плюс Иран, контролировать. И, естественно, в общем, залив остается легальным таким вот, легальные
присутствие Ирана в этом заливе. То есть это не то, что сейчас существует тот режим, который блокируется. Да, конечно, деблокирование всяких пунктов проходит, значит, со стороны Соединенных Штатов. Ну, это говорит о том, что действительно ситуация критическая в регионе, но фактически происходит удушение Ирана со стороны Соединенных Штатов, да, блокада, которая установлена жесткая. Кстати говоря, тут сегодня будут осуществляться военные операции по выводу из вот этого блокированного Ираном состояния судов, да, которые пребывают там. И какие могут быть сценарии, неизвестно, потому что там военное присутствие реальное может быть, оно может вызвано какими-то инцидентами. И плюс вот КСИР, кстати, иранская военная структура, она жестко стоит и заявила о том, что будет защищать интересы, иранские интересы. Одним словом, конфронтация военная налицо сегодня, да. На этом фоне дипломатические вот заявления, они, ну, в общем, оно является платформой. Кстати, Россия и Китай его одобрили. Вот. Конечно, может быть реалистично, если смотреть, Иран может и не рассчитывать на полное исполнение всех пунктов, но для переговорных процессов в дальнейшем как бы начать сверху, как бы, да, ну, усилить свои переговорные позиции, оно, в общем-то, предложено. Ну, Трамп, конечно, ответил скептически на эти пункты, что она никак не реализована, не будет, то есть нет оснований и так далее. Одним словом, ситуация пока сложная, и дипломатических таких шансов разрешения пока нет. Да, и как вот скажем, на этом фоне оценивать и другой важный момент, который, возможно, напрямую не связан с этим мирным планом, но тоже, я думаю, имеет большое значение, скажем так, в том, что сейчас происходит в Иране. Я говорю о встрече министра иностранных дел, точнее, о визите министра иностранных дел Ирана в Москву. Он встречался лично с президентом Владимиром Путиным. Эту встречу многие обсуждали, оценивали ее как, скажем так, многие вот эксперты, наблюдатели говорили о том, что, наверное, это говорит о том, что Россия тоже хочет заявить себя как страна, которая будет причастна к мирному процессу, да, по крайней мере, к началу переговоров. Многие об этом говорят и используют, скажем так, свою позицию довольно сейчас хороших отношений, которые есть между лично Трампом и Путиным. Вот ваша оценка этой встречи? Ну да, я соглашусь с такими оценками. Действительно, заявление тут в международном глобальной политике Россия заявила о себе, получается, и Иран означает, что ее визит это еще раз заручиться поддержкой со стороны России. Принятие министра иностранных дел на самом высоком уровне, главы государства, и присутствие там и военных структур, да, говорит о том, что Россия недвузначно подает знак, что она будет поддерживать Иран, если непосредственно, то опосредованно. То есть, ну, всем уже известно, что Россия предоставляет некоторую информацию, вот, разведывательную, всевозможную. Ну, это и понятно, потому что у России очень серьезные задачи вот в этом регионе, очень серьезные планы и жизнеобеспечивающие, так сказать, государственных масштабов, поэтому очень серьезные интересы здесь у России, поэтому, ну, российское поведение внешней политики в этом регионе, оно понятно, оно высчитано, оно достаточно, так сказать, проводится на сегодняшний день с учетом всех обстоятельств, с учетом того, чтобы оставить еще резерв для переговоров с Соединенными Штатами, с Дональдом Трампом, так сказать, эти отношения еще сохранить и в то же самое время не упустить вот стратегические направления в Ближнем Востоке. Да.
Немного теперь, точнее, о другой все-таки теме, хотя и эти темы тоже связывают, но тем не менее хотелось бы поговорить о том, что вот Дональд Трамп заявил о серьезном сокращении военного присутствия американского в Германии. Кстати, говорит, дальше он идет, говорит дальше и об Италии, И и об дальше, да. Испании, как такие, со стороны кажется, что это какие-то карательные меры, как будто бы для Европы, да. А вообще, что происходит вот в трансатлантических отношениях, что происходит между Европой и Соединенными Штатами, о чем это говорит? Да, это интересный факт о выводе пятитысячного контингента с Германии, американской базы. Да. Это говорит о том, что ну, тут есть и объективные, субъективные причины для объяснения этого факта. Объективные причины, что заключаются в том, что вот эти глобальные альянсы, типа как НАТО, оно становится сегодня неэффективным. Сегодня альянсы, глобальные альянсы уступают двухсторонним соглашениям, двухсторонним союзам. И это объективная причина, которая сложилась уже вот на сегодняшний день. А что касается субъективного, то Дональд Трамп обиделся, можно сказать, и было на это основание на заявление Мерца, Да, Мерц. канцлера Мерца, о том, что вы знаете, что они расходятся позиции по Ирану. Мерц заявил прямо о том, что для Соединенных Штатов действия в Иране унизительны. Ну, это, естественно, было подхвачено Дональдом Трампом как оскорбление и как неразделением, скажем так, интересов. А более того, мы все знаем, что 5-я статья НАТО, устава НАТО, говорит о коллективной помощи, участии. Вот, тогда как Трамп заявлял о том, что они должны были отреагировать на 5-ю статью, потому как агрессия по Дональду Трампу осуществлена в Персидском заливе в отношении военных баз Соединенных Штатов. Ну, естественно, эти серьезные разногласия не могли не появлять на столь решительные действия со стороны Соединенных Штатов. Вот объективные, субъективные причины, если говорить, то вот субъективные причины — это когда Мерц, канцлер Германии, дал оценку действиям Дональда Трампа в отношении Ирана. Он говорил буквально о том, что Соединенные Штаты унижаются своими действиями перед Ираном. Ну, естественно, это не могло решительным действиям привели. Там, вот. И другая причина объективная — это то, что вот эти альянсы, типа как НАТО, оно сегодня неэффективно. Оно сегодня уступает место двусторонним отношениям. Двусторонние соглашения достаточно гибкие. И плюс еще вот этот контингент пятитысячный, который выводится из Германии, оно для Соединенных Штатов больше нужно на Ближнем Востоке. Там они больше сосредотачиваются усилия. Возможно, и эта причина существует на это. Потому что там понадобилось большее присутствие. Да, Да? более того, Трамп наложил запрет на тот проект, который Обама было, значит, принято о размещении в Германии военного батальона, обеспечивающего ракеты дальнего действия «Томагавки». Это тоже приостановлен проект. Ну, вот такое наказание как бы для Германии установлено. И это все разногласия по Ирану. Да, я вот поэтому и говорила, что все-таки это связанные вещи, то есть Да. это то есть за неподдержку иранских действий, скажем так. Да, это означает, запускается формула защита государства обеспечивается взамен на лояльность. Если будут страны лояльны в отношении Соединенных Штатов, то защита будет предоставлена. Вот, что и продемонстрировано, что теперь уже вот тот зонтик, который Соединенные Штаты обеспечил безопасность для Европы, он уже по чуть-чуть сходит на нет. Да. Как это говорят, спицы ломаются, да, у этого зонтика. Да, там и такой образ есть, когда ось и спицы, да, вот имели в виду, наверное, да, это означает, что есть вот Соединенные Штаты, это, кстати, проект Панамерикано после Второй мировой войны, когда вот есть доминирующая страна, Соединенные Штаты, а все вокруг вот обозначают страны, которые обеспечивают
вот, такое региональное, так сказать, присутствие ее интересов, да. В общем, эта модель разрушается на глазах, да. И хотелось бы другой тоже интересный момент здесь осветить и затронуть тему визита короля Великобритании Карла III в Соединенные Штаты. Это тоже довольно-таки обсуждаемая тема, я думаю, что оно и понятно, потому что отношения как бы между странами не самые лучшие, так это сейчас уже Да. давно уже оценивается. И при этом для чего был, как вам кажется, этот визит? Вот что было его основной целью? Очень было много разных колкостей в выступлении самого короля, и Трамп нарушил несколько раз этикет. Это все, конечно, обсуждали, но в целом хотелось бы поговорить о другом, о сути, о чем был этот визит, вот, какую попытку пытался вот, совершить король. Да, визит Карла III, он, можно сказать, был историческим, в том смысле, что те отношения, которые были испорчены между Британией и Соединенными Штатами, здесь вот монарху, британскому монарху удалось исправить. Ну, во всяком случае, это видно было из той реакции его выступления в Конгрессе, когда две палаты с присутствием двух партий, естественно, они были единогласно одобрены его предложения, а предложения заключались в том, чтобы иметь общие стратегические цели, и продолжать единство, последовательность установленных целей. А цели, они еще обозначались по поводу того, что ведь между Британией и Соединенными Штатами и Австралией существует союз, AUKUS называемый, да. Он является, в общем-то, одним из доказательств того, что мир будет делиться многополярно именно по вот этим союзам. Оно будет включать еще цивилизационные моменты и будет включать вот интересы, которые будут еще ближе к тому, что современные вызовы – это не перенос производства технологий в какие-то другие страны для того, чтобы получить прибыль, а сегодня обратный процесс, то есть налаживание каких-то закрытых зон производства, технологий и рынков и так далее. То есть это вот новое видение нового мирового порядка. Это говорит о том, что этот визит открывает, в общем, контур нового миропорядка, можно так сказать, для Соединенных Штатов и Британии. В отличие от Евросоюза. Евросоюз будет иметь свои, так сказать, цивилизационные основы и свои представления о безопасности. Вот. И, в общем-то, мы видим, как образуются вот региональные альянсы, которые ближе к вызовам, современным вызовам. Я думаю, так. Да, благодарим вас, Беслан Астамурович, что пришли и Спасибо. ответили на наш вопрос. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.